Новый физкультурно-оздоровительный комплекс Выкажево строится рядом с зданием Назрановской районной администрации. На сегодня рабочие залили свыше 1500 квадратов монолита, который в будущем станет основанием под пол. Возвели около 100 метров ограды, которые также служат и подпорной стеной. Сейчас строители заняты сборкой металлоконструкций, на которые будут крепиться сэндвич-панели. В дальнейшем здесь, на спортивной площадке, вот как видно, здесь тоже будет устанавливаться конструкции, вот эти металлические конструкции. По срокам успеваем, а единственное, погодные условия, осенний вот этот период, дожди вот иногда тормозят эту работу. А так, в принципе, рабочая сила, вся техника, все у нас есть. Новый ФОК возводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». На строительство объекта выделено около 80 миллионов рублей. Строительство таких объектов оно позволяет нам увеличить долю систематически занимающихся, что в дальнейшем повлияет на здоровый образ жизни нашего подрастающего поколения. Также и не важно, здесь даже не сюда могут ходить даже люди уже взрослого возраста, которым необходим спорт, который желает заниматься. И вот такое строительство таких объектов, других площадок таких немногочисленных, это все влияет к тому, что у нас уровень систематически занимающихся повышается. Это спортивный комплекс будет он очень красив, будет подходить всем параметрам, и где можно будет свободно проводить спортивно-массовые мероприятия, не только республиканские, но и всероссийские. Новый спортивный объект идеально вписался в территорию действующего сельского ФОКа. Административный корпус длиной около 50 метров связывает залы старого ФОКа и нового. После закрепления каркаса корпуса строители приступят к возведению перегородок и укладке напольного покрытия. Связав два ФОКа, Минспорт Республики планирует создать здесь целый спортивный комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Тем самым дать возможность жителям села вести здоровый образ жизни. На сегодня ФОК посещают свыше 700 детей. Здесь открыты секции бокса, тэквондо, вольной и греко-римской борьбы, но больше всего интерес дети проявляют к дзюдо. Желающих заниматься много, но помещений не хватает. Иногда приходится разделять дзюдоистов на 8 групп. После строительства нового зала эта проблема должна решиться. Хатич духовый зудо энди тхайзал ханзвайн байгуште паркейер так именно зудо хаштилр был спортсмен дух бар збаханси духов зудо игровой цучку был жмоти егартхот. Кроме строительства нового ФОКа, руководство рассчитывает провести ремонт старого. Салман Аллахоев поделился, им обещали найти средства, чтобы преобразить залы. Предстоит провести много работы, и без помощи им не обойтись. Сигнализация, вентиляция, противопожарная сигнализация, халхая, но духовый бол бежасер. Так проводка, электропроводка, хучи, что есть, мостики, дикие сочер. Нага свашта доллар школе изал сбелхшсани он мехтвали гертхер дехрер бассейн теплообменник вешт ремонт терсч езш ханц дали андали азахч вашта дианы сболт работы школе полностью ремонт гертер дотуцики демонтаж монтаж езш. Кроме Кажевского ФОКа в регионе ведется строительство еще 2 спортивных объектов. Так, в Сунже возводят физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках реализации федеральной программы «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного главой государства Владимиром Путиным. Тренажерные и игровые залы, плавательный бассейн. Для любителей здорового образа жизни в новом объекте предусмотрят все условия. Решение о снесении старого городского ФОКа было принято руководством региона. Махмуд Али Калиматов выезжал на объект с инспекцией в январе 2022 года. Еще один ФОК строится в Барсуки в рамках поручения президента страны по федеральной адресной программе. Новое спортивное сооружение позволит спортсменам проводить коллективные тренировки. Муслим Ганиев, Диана Дударова, Султан Магушков. Новости 24.